Спасибо всем, что пришли. Мы начинаем свои мероприятия в этом году. И одно из них, первое из них, это мероприятие, посвященное юбилею Ивана Куратова. Сегодня в гостях автор книги «Род Куратовых». Вот, книга уже вышла в каком году? 10 лет назад. Уже давно вышла, но я думаю, что многим интересно, главное на нее обратить внимание. Ну, а я про автора немного скажу. Это, как понятно, это родословная поэта, роспись более 10 поколений, начиная с прадеда поэта. Труд десятилетней исследовательской работы в архивах, в том числе и частных архивах. Анна Георгиевна, она сама из славного рода Куратовых. Родилась в селе Зеленец, Коми СССР, в семье сельских учителей. Окончила Свердловский электротехникум связи. Работала инженером в проектно-конструкторском отделе в обществе книголюбов в православной газете «Вера». Она ведет все время большую общественную работу. Неоднократный призер республиканских конкурсов «Моя родословная». Обладатель диплома управления по социальной защите за участие в выставке «Жизнь в третьем возрасте». Печатала в газетах, краеведческих сборниках и так далее. Написала много монографий по куратовскому роду. Она член Совета общества изучения Коми-края, председатель родовой общины. Родовой общины потомков репрессированного духовенства Коми и награждена медалью Сыктывкарской епархии за сбор материалов репрессированных священнослужителей. Ну, как известно, в роду Куратов было много интересных людей, и государственных деятелей, и священников, которые пострадали за свою веру, и даже причисленные к лику святых. Пожалуйста, Анна Георгиевна, слушаем вас внимательно. С чего начиналась работа и так далее. Скажу, что в свое время я очень увлекалась, конечно, Пушкиным, и очень много читала про него, и вижу, что то есть о нем собрано большой материал и по родословным. Это меня тоже как-то вот сподвигло к тому, чтобы я сама начала тоже, думаю, как же я своих корней не знаю. Это было еще где-то в 80-х годах, я еще на прежней работе работала. А потом как-то постепенно так это все увлекло, что бесконечно можно этим заниматься. И многие мои знакомые потом подходили ко мне, спрашивали, как, что, и вот начали тоже заниматься. И занимаясь по 10 лет своей родословной, и все что-то находят. Но это, конечно, хорошо, что у нас в архиве много сведений осталось, в нашем национальном. То есть те уроженцы Коми-края, конечно, могут это все найти. Ну а которые приезжие, конечно, им надо обращаться там, где ихние корни. Поэтому я вот тут просто для примера хочу показать, что последняя книга у меня вышла. Это чисто семейная история. Я собрала все материалы, которые у меня имелись в семье, сохранились. То есть от дедушки еще, от родителей. Дедушка у меня был священник Зеленецкой церкви, Попов Стефан Михайлович. Ну и вот мама там тоже жила. А прадед мой, вот этот, сейчас покажу вам, Михаил, он был родным племянником Ивана Алексеевича Куратова. Он более 50 лет прослужил в Киберской Спасской церкви, это нынешняя Куратова, то есть священником. Он происходил, то есть его мама была урожденная Куратова, родная сестра Ивана Алексеевича. Итак, по этой родословной. Ну, сам Иван Алексеевич, вы, конечно, знаете, портрет его часто везде публикуют. У него очень мало сохранилось тоже портретов. Вот 2 только нашли прижизненных портрета, а больше не было.
Вот сейчас на месте его рождения в Кибре установили вот такой памятный знак, что вот тут родился, потому что дом не сохранился, естественно. И я считаю, что очень важно, большую роль, то есть, сыграла его мама в его становлении, потому что, хотя она и была из крестьянской семьи, а женилась на лице духовного сословия, то есть отец у него был из духовного сословия, однако отец у него рано умер, ему еще было только 5 лет. И практически вот мама добилась того, чтобы он, во-первых, выучился и окончил духовную семинарию. Это в то время было довольно хорошее образование. И потом в дальнейшем он вот работал здесь учителем в Усть-Сольске, а потом уехал учиться в Казань на аудитора. Тогда как раз присоединяли Среднюю Азию к России. И вот его назначили там тоже как бы служащим. И он занимался следственными делами. То есть, ну как вот сейчас обычно занимаются этим, тоже исследуют. А там это как военное называлось, потому что там военные наши поселения сначала были. Вот город Верный был, теперешняя Алма-Ата. Ну, там он и умер. Всего ему было тогда 37 лет, 36 даже лет. Это совсем мало. Ну, и Пушкин также ведь умер, тоже было 36 лет, то есть немножко созвучно. А его мама как раз была ровесницей Пушкина. Она родилась в 1799 году, и вот уже 200 лет как бы было, если бы она родилась. Ну, а вот то, что про маму мало было известно, а когда я в архиве занималась, я все-таки нашла запись метрической книги, раньше все это записывали при церквях, когда она умерла. Она умерла за год до смерти самого Ивана Алексеевича. И жила она тогда в Чухломе, это у своей дочери, как раз Антонины, вот, которая была моя прапрабабушка. И похоронили ее вот именно в Чухломе. Несколько лет назад на месте этого погоста, как раз около церкви, установили тоже памятный знак, что здесь похоронена вот мать поэта. А до этого об этом как бы не знали еще. Ну, я хочу сказать, что у Ивана Алексеевича я много вот таких буклетиков делала, просто своим родным сначала распространяла, ну и кто заинтересован был, тоже получили. А здесь вот, например, схемно, вы, может, не сразу разберетесь, но вот здесь проще схема. Это от самого дальнего предка, которого нашли, и до самого Ивана Алексеевича. Вот видите, уже тут 11 поколений, как бы, известно его предков только. А я собирала как раз только потомков уже. Потомков от его прадеда Пантелеймона. Ну и Петра. Петр уже был. То есть вот эти поколения, вот несколько поколений, они были просто крестьянами в Кибре. А уже начиная вот с Тимофея, это прапрадед, значит, Ивана Алексеевича, он уже был служитель при церкви. То есть каким-то образом вот он примкнул тоже к церкви. Он и все они были сначала пономарями, это нижняя, ну как бы низшая должность в церкви, да. Они обычно помогали просто там. А потом уже вот Пантелеймон, Петр, у него вот дедушка, сам Алексей тоже был пономарем. И, кстати, у него вот отец рано скончался, у отца Ивана Алексеевича Петр. И он 13 лет как бы заменил его и стал тоже пономарить. То есть они в семье просто обучали своих детей, ну, службы вести. Ну, грамотные, естественно, все они были уже. А сколько было священнослужителей в роду Куратовых вот за все это время? Ну, я такую статистику честно не проводила, но просто я хочу сказать, приблизительно даже можно так сказать, что вот все его братья, а у него большая семья была, так, 5 братьев
и 2 сестры. Одна сестра рано умерла просто. А так вот 8 человек, и все получили тоже духовное образование. Ну, тогда было принято, что из среды духовенства дети должны были выучиться. Там уже другое дело, будут ли они священниками или там диаконами или еще кем-то, но обязательно, чтобы они выучились. И потом могли бы работать учителями, а многие потом даже по светской линии где-то устраивались, если в город уезжали, то уже